Здравствуйте! Мы очень рады приветствовать вас на нашей прямой трансляции, которая ведется прямиком из Башкирского государственного аграрного университета. Друзья, сегодня мы продолжаем разговаривать о факультетах нашего замечательного университета. И, как вы, наверное, уже догадались, сегодня мы с вами поговорим о самом крутом, о самом быстром, о самом энергетическом факультете. Вот, кстати говоря, на этом факультете уже введен такой касочно-перчаточный режим. Вот у меня в руках такой замечательный тепловизор, который пользуются студенты не только в качестве практики, да, но также сегодня можем измерять им температуру. Но об этом чуть попозже. Ну что, дорогой друг, мы желаем тебе приятного просмотра. Скорее наливай себе чаек, запасайся вкусностями, потому что прямо сейчас мы начинаем. Энергетический факультет Башкирского государственного аграрного университета является лидером в подготовке высококвалифицированных кадров для энергетической отрасли России. Подготовка бакалавров ведется по 3 направлениям: агроинженерия, электрооборудование и электротехнологии, теплоэнергетика и теплотехника, энергообеспечение предприятий, электроэнергетика и электротехника, электроснабжение. Выпускники направлений бакалавриата имеют возможность продолжить обучение по 2 направлениям магистратуры: агроинженерия, электрооборудование и электротехнологии, теплоэнергетика и теплотехника, энергообеспечение предприятий. Наши выпускники владеют всесторонними знаниями в области энергетики, занимаются проектированием, монтажом, эксплуатацией, исследованием технических средств по производству, а также распределению электрической и тепловой энергии. Получают рабочие профессии: электромонтер с группой допуска до 1000 вольт, оператор котельной на жидком и газообразном топливе. После магистратуры имеется возможность поступления в аспирантуру по направлению технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Профиль подготовки – электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. Учебный процесс и научно-исследовательскую работу на факультете ведет квалифицированный педагогический состав. За последний год созданы инжиниринговый центр, научно-исследовательская лаборатория по разработке автопилотируемой сельскохозяйственной техники и учебный полигон по возобновляемой энергетике с самым современным оборудованием, а также малое инновационное предприятие «Энергетический шар», которое занимается энергетическим обследованием предприятий с выдачей энергопаспортов, испытанием электроустановок на соответствие нормативно-технической документации, в работе которого активно участвуют наши студенты. В составе линейных студенческих отрядов «Электрик» и «Энергетик» студенты проходят практику в крупнейших энергетических предприятиях России и стажировку за рубежом. Студенты активно занимаются в Центре эстетического воспитания и в спортивных секциях. Получили более 20 патентов на изобретения и медали в профильных выставках России. За 20-летний период факультетом подготовлено более 5000 выпускников, которые достойно несут звание инженера-энергетика, полученное в стенах Башкирского государственного аграрного университета. Выпускники факультета разрабатывают энергосберегающие тепло- и электротехнологии на основе последних достижений науки и техники, внедряют возобновляемые источники энергии, информационные и цифровые технологии в производство, занимаются автоматизацией и диспетчеризацией технологических процессов, а также проектированием, монтажом, эксплуатацией технических средств по производству, распределению, использованию электрической и тепловой энергии.
Если ты хочешь связать свою судьбу с энергетикой, то наш факультет для тебя. Ну что ж, вот такой замечательный ролик подготовил нам энергетический факультет, на котором обучаются по-настоящему быстрые ребята и по-настоящему энергичные. Ну что ж, сейчас хотелось бы по традиции познакомиться с спикерами, которые сегодня присутствуют в нашей студии, поэтому давайте скорее начнем. Сегодня вместе с нами главный человек на факультете, а именно это декан энергетического факультета, доктор технических наук Андрей Владимирович Линенко. Добрый день, друзья. Также сегодня вместе с нами выпускник энергетического факультета 2012 года, начальник электротехнической лаборатории Затонской ТЭЦ, башкирская генерирующая компания Александр Николаевич Иванов. Добрый день, дорогие друзья. Ну и, конечно же, неизменный человек также становится в нашей студии, а именно это ответственный секретарь приемной комиссии Башкирского государственного аграрного университета Светлана Сергеевна Боголюк. Приветствую дорогих зрителей и гостей студии. Добрый день. Здравствуйте, Светлана Сергеевна. Ну и, конечно же, первый вопрос по традиции мы также задаем декану. Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, насколько востребованы на рынке труда специалисты, которых готовят ваш факультет? Спасибо, Эрнест. Ну, еще раз добрый день, уважаемые коллеги, наши дорогие выпускники и их родители. Энергетический факультет был образован в 1998 году в связи с острой нехваткой инженеров, электриков и энергетиков в Республике Башкортостан, особенно в сельском хозяйстве. Первый выпуск в количестве 45 человек был организован нами в 2001 году, и за всю свою 22-летнюю историю нашим факультетом в стенах Аграрного университета было подготовлено более 5000 выпускников. То есть вроде бы... это много? 5000 выпускников, я думаю, это очень большая цифра. Но, несмотря на то, что мы выпустили так много уже инженерных кадров, которые востребованы в нашей республике, то вопрос решения вот этой проблемы кадрового голода в республике от этого не решился. Об этом даже свидетельствует, можно в пользу этого сказать, то, что при президенте Российской Федерации создан даже Госсовет по подготовке инженерных кадров, потому что их не хватает, ну, не только в энергетике, а во всех отраслях народного хозяйства. Также хотелось бы отметить то, что важным показателем в разрезе данного вопроса это является показатель трудоустройства. Это критериальный показатель, по которому оценивается вообще деятельность вуза и как раз востребованность этой специальности. Так вот, процент трудоустройства наших выпускников ежегодно составляет приблизительно 100%, около 100%. Ну, в принципе, как бы это... это очень хороший, я считаю, показатель. Это показатель. Максимальный показатель просто. Не буду кривить душой, не обману вас, если скажу, что каждую весну ко мне, к нам на факультет, в университет обращаются наши работодатели. Вот, кстати говоря, очень важный вопрос сегодня. С просьбой направления, предоставления наших выпускников после окончания вуза к ним на работу. А если говорить в цифрах по Республике Башкортостан, у нас в Республике Башкортостан находится около 130 тысяч поднадзорных объектов и около 78 тысяч поднадзорных организаций. Вот у меня есть такая информация, что на службе главных энергетиков в этих организациях с высшим профильным образованием работает только около 50% выпускников. То есть представляете еще, какая ниша она... Не освоено, да? Да, не освоено. И в сельском хозяйстве тоже вопрос стоит актуально. Если, допустим, на должностях главных энергетиков всего числится 432 должности, то занято всего 192 должности главных энергетиков. Так, ну я сейчас минусовать не смогу, но то есть огромное, еще больше половины как бы свободных мест. Да, а вот вы сказали, что... Причем начальников, замечено. Да, как я поняла, это начальники сразу требуются. Чтобы с начальником стать, надо сначала электромонтером поработать. Ну вот вы говорите, что 100% показатель там успешно. Около. Да, около. Ну хорошо, 99%, допустим, да? А как тогда такое большое количество свободных вакансий? Как так получается-то?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Это говорит о том, что все наши выпускники, они трудоустраиваются, ну, то значит, есть не потихоньку. хватает, Не хватает хватает. подготовки кадров в этом направлении в Республике То есть можно сказать, что, Башкортостан. друзья, скорее поступайте на энергетический факультет, спасайте, да, спасайте, потому что нужно Да. занимать Мы выпускаем места. по очному обучению ежегодно только 100 специалистов. Ежегодно 100 специалистов. Вы представляете, жизнь идет, ротация Ну да, кадров да, да. происходит. То есть Само мы собой. готовы готовить и больше, но государство выделяет Андрей такие Владимирович, контрольные цифры приема. а если мы уже заговорили о дальнейшем трудоустройстве, какие есть преференции для выпускников? Вот вы знаете конкретный случай, что они приедут к себе на родину даже, что там им жилье дадут, машину дадут, что? Но у нас, допустим, выпускники, они наших электриков, если брать, наша ниша – это Башкирэнерго. В Башкирэнерго есть распределительные электрические сети, но они, к сожалению, не относятся к сельскому хозяйству, поэтому все преференции, они связаны с тем, что им будет предоставлять само Башкирэнерго. Поэтому, а там, вы знаете, люди живут неплохо. Ну да. Андрей Владимирович, вот скажите, пожалуйста, я вот знаю, что на вашем факультете есть 3 направления подготовки бакалавриата, и хотелось бы узнать, какое из этих направлений пользуется самой большой популярностью среди девчонок и парней все-таки. Но если точно отвечать на этот вопрос, то я думаю, правильно будет ответить, это где будет самый большой проходной, наверное, балл ЕГЭ, с которым мы последнего студента зачисляем, то это, конечно же, у нас направление теплоэнергетика и теплотехника со специальностью энергообеспечения предприятий, где мы готовим комплексного инженера-энергетика по тепло, газу, водо, электроснабжению, отвечает человек. Но также популярно пользуется направление, но менее по баллам, это направление агроинженерия со специальностью электрооборудования и электротехнологии, где, в принципе, специалист заточен под обслуживание уже конкретно электрооборудования в агропромышленном комплексе. Но мы на этом не останавливаемся, и я думаю, нашим абитуриентам будет интересно узнать, что в этом году мы открыли новое направление подготовки. Так. Это электроэнергетика, электротехника с профилем электроснабжения. Она как раз будет ложиться в разрез подготовки кадров для самой крупной электрической компании, это Башкирская электросетевая компания, БЭСК сокращенно, куда входит и Башкирэнерго, туда входит Башкирская сетевая Ну вот компания, если в 2 словах, Башкиринжиниринг. буквально вот просто и понятно для вот зрителей, которые нас смотрят, вот они поступают на это новое направление, и чем они там будут заниматься? Вот буквально вот в 2 словах. Есть Это такое может понятие, изобретить, есть изобретать генерация, что-то. откуда Александр у нас, он представляет башкирскую генерирующую компанию, она генерирует тепло и электричество. А вот это направление, новая электроэнергетика с профилем электроснабжения, будет направлено на транспортировку электрической энергии к потребителю. То есть, конечно же, это к сельскому хозяйству. Я бы хотел добавить как раз, да, Конечно. вот как говорят коллеги, то есть здесь университет делает более обширный круг для студентов, и возможность, возможность она будет намного больше. И кроме того, в целом по кадровому голоду я тоже хотел добавить то, что на самом деле сейчас производство испытывает огромные проблемы, вот, и очень востребованы инженерные специальности, вот в плане именно электрификации, электротехническое направление, теплотехническое направление. И кроме того, хочется отметить то, что аграрный университет, он готовит очень хорошие кадры, которые обладают не только теоретической базой, но и практической. И вот лично в своем опыте я смог в этом убедиться, когда пришел на работу на один из объектов башкирской генерирующей компании, и там в электротехнической лаборатории на ключевых позициях, то есть это начальник лаборатории, инженер по испытаниям. Ключевые в смысле главные, можно Да, сказать. то есть Очень главные, важно. от которых, в принципе, зависит состояние техническое оборудование, ее эксплуатация, диагностика, техническое обслуживание и так далее. Вот там работал начальником лаборатории и инженером, работали выпускники аграрного университета. Спасибо большое. Друзья, также хочу вам сообщить, что сегодня вы можете задавать самые интересные вопросы. Напоминаем вам об этом. Вопросы, на которые сможет ответить и декан факультета, и ответственный секретарь приемной комиссии, то есть по поводу формата поступления. Ну и, конечно же, самый главный вопрос по поводу трудоустройства после окончания. То есть, друзья, не стесняйтесь, пишите вопросы в чат, и мы обязательно их разберем. Кстати говоря, я уже вижу достаточно вопросов. Давайте попробуем разобрать несколько из них.
Итак, первый вопрос задает нам Фарида Шайхатдинова. Добрый день. Как в этом году будет проходить поступление на энергетический факультет? Вот такой вопрос. Светлана Сергеевна, как будет проходить? Вот. Расскажите, Традиционный пожалуйста. вопрос, очень Мгм. актуальный на сегодняшний день. Всех интересует сейчас, как же мы будем поступать. Вот на сегодня у нас прием документов в дистанционном формате. Что это означает? Это означает, мы, абитуриенты наши, свои все действия по поступлению в университет совершают из дома. Это означает, что сидя дома, заходят на сайт нашего университета, заходят в личный кабинет абитуриента, заполняют анкеты, вводят основные данные об образовании, персональные данные, прикрепляют обязательно документ образования, аттестат или диплом, если Мгм. это уже на базе профессионального образования. И, соответственно, после того, как становятся абитуриентами, подают заявление, дальше нам нужны результаты вступительных испытаний, потому что поступление по конкурсу, если это ЕГЭ, то сдают ЕГЭ в установленные сроки, если это экзамены в университете, то мы ждем наших будущих абитуриентов в числе наших сдающих экзамены, пока это тоже онлайн-формат на платформе вуза. Мгм. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Так, едем Можно дальше. я тоже Да, дополню? конечно, Андрей Владимирович. Что касается, все-таки вопрос звучал на энергетический Ну да. факультет, а не в целом в университет. Я хотел бы здесь дополнить то, что есть такое понятие, как целевой прием. И Так, вот на очень интересно. энергетический факультет есть, как говорится, два направления у нас. А если вы решите поступать на направление агроинженерия, то там 25% идет на целевой прием. У нас общее количество мест 55, то 17 мест это целевой прием. Если у вас есть возможность взять целевое направление от муниципальной организации, либо от государства, от предприятия, где есть доля государства, не менее 50%, вы можете принести целевой договор. На направление теплоэнергетика там поменьше, 10% КЦП идет, а целевой прием 10%, и от 37 мест общего Мгм. приема это 4 человека. Так что ждем вас. Так что вперед из песни, да, как говорится. Ладно, давайте еще один вопрос разберем такой. Задает его Адиль Елеусизов. Какие экзамены надо сдавать, чтобы поступить на магистратуру? Снова вопрос, Светлана Сергеевна. Какие нужно сдавать экзамены, чтобы поступить на магистратуру энергетического факультета? Я, видимо, правильно. Ну, здесь, наверное, мы тоже Понимаю. вдвоем с Андреем Владимировичем ответим. Я скажу о том, что для того, чтобы поступить в магистратуру, у нас дается комплексный экзамен. Комплексный Мгм. экзамен – это экзамен, который включает в себя ряд вопросов, ряд дисциплин по предыдущему уровню образования. Ну, Андрей Владимирович, наверное, скажет, какие зачастую это вопросы, из каких разделов, что туда входит. Но экзамен пока тоже будем принимать в онлайн-формате. При этом видеоконсультации мы будем размещать на сайте нашего университета. Можно будет зайти, посмотреть все вопросы, которые интересуют, снять. Также программы вступительных испытаний тоже размещены на официальном сайте в разделе «Абитуриенту». Так. Да, я тоже дополню. У нас два направления магистратуры реализуются. Это в продолжении двух направлений бакалавриата. Это агроинженерия с аналогичным же профилем агроинженерии и электрооборудования. И второе направление теплоэнергетика, теплотехника с аналогичным, как и у бакалавриата, профилем энергообеспечения предприятий. Формат, да, действительно будет онлайн. Информация. Ну, вы вынуждены подстраиваться Да, под такой под формат. по сегодняшнее время подстраиваемся, конечно. Формат, значит, будет 30 вопросов, 27 из них тестовых, то есть надо ответить на тест, и 3 развернутый ответ. Мгм. И, соответственно, все вопросы, они базируются на тех профильных дисциплинах, которые изучались, опять-таки, повторюсь, на профильном бакалавриате по основным дисциплинам. Мгм. Перечень всех вопросов, он представлен В программах вступительных испытаний. совершенно правильно в программах вступительных испытаний. Ну, также можно задавать вопросы, писать. Есть ответственные все адреса, соцсети у нас факультета под это заточены, так что не Ну, в любом стесняйтесь, случае, и обращайтесь. сегодня также может писать вопросы в Конечно. чат трансляции, и мы обязательно их разберем. Так, ладно. Я вот знаю, что вот сколько уже проводил прямых эфиров с другими факультетами, каждый факультет что-то приносит, показывает, демонстрирует. Вот я смотрю на этот столик и столько всего вижу, различных игрушек, вот мне прям вот все хочется потрогать, интересно вот обо всем из этого поговорить, но, наверное, самое главное, что находится на этом столике, это вот прямо внушающих размеров такой красивый квадрокоптер. Я даже как понял, у него есть собственный пульт, который вы тоже принесли.
Хотелось бы тоже об этом поговорить, что это за квадрокоптер, потому что факультет агротехнологии и лесного хозяйства тоже приносил другой квадрокоптер. Как они отличаются, как студенты, может быть, пользуются, может быть, они сами его создают. Вот расскажите, ну очень интересно. Так, ну, коллеги, я, наверное, отвечу на этот вопрос. Конечно. Работая в башкирской генерирующей компании, у нас есть молодежный актив, который ведет свою работу, кроме своей основной профессиональной деятельности, по 4 направлениям. И одним из основных направлений и приоритетных, которые нами было принято, это инновационные технологии. Так. Сейчас у нас век компьютеризации, роботизации, и именно для себя мы поставили цель собрать дрон. То есть мы полностью его сами проектировали, сами. То есть вместе с студентами? Вместе со студентами, то есть часть работы делали мы на производстве, часть работы, например, по расчету винтомоторной группы и так далее, делали студенты. Кроме того, после определенных испытаний мы начали думать, где мы его действительно сейчас можем применять. Да, очень важно. И посоветовались мы с коллегами с университета. В силу того, что я являюсь также старшим преподавателем кафедры электрических машин и электрооборудования. И я переговорил с своими коллегами на производстве, и у нас единогласно мы сошлись на том мнении, что на данный момент очень тяжело нам выполнять диагностику труднодоступных и высокоподвесных изоляторов, градирин и так далее, так далее. Именно поэтому наш квадрокоптер был доработан камерой с возможностью съемки в формате 4К. И на видео мы сейчас с вами можем увидеть как раз, как мы выполняем осмотр подвесных изоляторов на наличие сколов, повреждений каких-либо, загрязнений, также металлических порталов, надежности их крепления. Далее это у нас градирный ТЭЦ. Здесь также мы можем выявить какие-либо, если при наличии повреждений и так далее, так далее. И уже особенно на ранней стадии предотвратить воздействие дефектов либо выход из строя оборудования. Ну, я не знаю, по-моему, это звучит просто очень круто, наверное, потому что, как минимум, вся опасность, которая присутствовала раньше, чтобы там досмотреть, опять-таки, все вот эти изъяны, нужно было, наверное, как-то залезать на все это, а теперь опасность минимизирована. То есть можно пользоваться вот этим замечательным аппаратом и именно так, смотреть на именно недостатки. Так. Почему? Потому что, во-первых, это сокращает время, а во-вторых, у нас в правилах по охране труда при проведении работ на высоте в одних из первых пунктов тезисов написано, что работодатель должен максимально исключить проведение работ на высоте. Тем самым мы как раз выполняем этот пункт, то есть быстро, оперативно, безопасно и качественно. Здорово, здорово. Так скажем, такой вопрос. Представим, что я студент, я поступил, я и так студент, имеется в виду, что я первокурсник, да, я поступил на энергетический факультет, благодаря этому мероприятию, да, которое мы сегодня проводим, увидел этот квадрокоптер, и у меня появилось желание, загорелся, да, хочу им пользоваться, хочу знать, как им управлять, куда мне идти учиться, на какое направление и как скоро я смогу попробовать себя в роли пилота, так скажем. Наверное, я отвечу на этот вопрос. Андрей Владимирович. Да. Но когда вы поступите на наш факультет, то, естественно, мы вас обучим азам безопасной эксплуатации, во-первых, электроустановок. Без этого никуда. У нас это на первом курсе, первая дисциплина, так скажем, идет. И потом вы уже можете определяться с научными направлениями, вне зависимости, в принципе, на какое направление вы поступите. Вы будете иметь возможность заниматься научно-исследовательской работой. И вы будете закреплены и уже сможете моделировать данные системы конструкции. Причем в разрезе это все будет делаться либо инжинирингового центра, который есть на факультете, называется энергетический шар, либо мы создаем там различные инициативные лаборатории, допустим, автопилотируемой сельскохозяйственной техники на ролике факультета. Вы могли видеть такой один беспилотный аппарат, который ехал, он такого же рода имеет свои особенности. Но в продолжении могу сказать, что здесь еще представлено много цифровых приборов. Так, много цифровых приборов, которыми учатся
пользоваться студенты и применяют их на практике непосредственно уже при энергетическом обследовании предприятий, зданий, сооружений. Мгм. И вот, допустим, можно проводить тепловизионное Вот, кстати обследование и так говоря, вот я далее. вижу, это тепловизор, правильно, да, я Да, понимаю? тепловизор, пирометр, ну и различные клещи. Вы Мгм. можете все в цифровом формате, век цифровизации, поэтому здесь вот в этом направлении все идет. Мгм. А вот этот тепловизор, вот теоретически можно сейчас его использовать прямо здесь и как бы температуру тела? Ну, как бы на всякий случай, там, коронавирус. Ну, или- вначале же с этого и начали. То есть А, сейчас это же можем? модная вещь, А да? прямо сейчас можем это сделать? Ну да, ну то есть в камеру ничего не будет видно отражаться. Сейчас мы можем его включить и посмотреть температуру Так. вашего тела. Очень интересно. Да. Так. Александр Николаевич, сможете продемонстрировать, пожалуйста, ну, правда. То есть можно сказать, что студенты также, они могут изобретать вот такие квадрокоптеры, они могут пользоваться такими тепловизорами, то есть, И не только это. ну, понятно, Еще что как бы это многое минимум другое. то, что мы Эти сюда приборы все используются при энергетическом обследовании предприятий. Вы знаете, сейчас есть закон об энергосбережении, где Мгм. нужно проводить обследование и каждые 5 лет повышать энергетическую эффективность зданий и сооружений. Вот с помощью этих приборов мы можем узнать, есть эффективность или нет. Надо и вообще каждый год стремиться экономить потребление энергоресурсов. Вот Так, сейчас вот мы уже Александр подготовили. включил. Вы можете посмотреть, направить на любого из нас, вы увидите меня, мой профиль и температуру каждого участка моего тела. Вы обратите внимание, что... сколько должна быть температура, чтобы Не, Чтобы ну, всё было зафиксировать хорошо. нормально? 36,6? 36. вы, 36. если там будет 39, это будет очень опасно. Так, Так, ну На я меня хотел не добавить, коллеги, направлять. тоже. Светлана Сергеевна, Я у меня для вас хорошие новости. У вас всё в хорошая. порядке, да? Коллеги, я также хотел добавить, что вот в связи с введением вот этих мероприятий по пандемии с коронавирусом, Мгм. как раз на производстве вот этот тепловизор, он является основным для определения температуры тела человека, то есть при приходе на работу, так и при следовании домой также. Мгм. Вот, поэтому они активно используются. То Ну, есть мы основное правильно его его- использовали тоже. Да, Ну, это, да. это надо, наверное, сказать, это его косвенное. Однозначно, Да, это косвенное абсолютно косвенное его назначение. применение. Почему? Потому что, как Си- говорили ранее, уже тепловизоры применяют при обследовании зданий, сооружений, а также в электроэнергетике мы ежегодно, да, должны выполнять, например, контроль ограничителей перенапряжений, контактных соединений, вот, и так далее, так далее. То есть виды и способы применения огромные. Здорово, здорово. Так, ладно, давайте, друзья, продолжим разбирать вопросы из чата. Здесь тоже появилось еще несколько новых вопросов. Так, вот такой интересный вопрос задает Ильнур Нигматуллин. Заочная аспирантура есть? Коротко и по факту. Заочная аспирантура есть? Если коротко и по факту, то есть. Все, спасибо большое, Светлана Сергеевна. Очень коротко. Очень быстро ответили на вопрос. Так, вот такой еще вопрос, тоже касающийся обучения, а именно магистратуры. Здравствуйте. Какие направления есть на магистратуре? Задает вопрос Дастан Ашиков. Ну, об этом Вот, мы уже говорили только Недавно мне что. присоединился, Да, видимо, только по-видимому. Да, Андрей подошел. Владимирович сказал, что на 2 направлениях: агроинженерия, теплоэнергетика, теплотехника. Есть следующий уровень после бакалавриата. Это магистратура. Можно будет посмотреть потом в YouTube запись нашего Да, мероприятия. да, и если всё что, узнать, да. запись сохраняется, и можете это посмотреть и еще раз послушать ответ на ваш вопрос. Вот такой достаточно простой вопрос. А как правильно, энергический или энергетический факультет? В описании... Вот такой вопрос. Энергический или энергетический? Ну, энергетический, ладно. Таить не будем. Все-таки правильно энергетический. Откроем Ладно, друзья, секрет. сейчас я предлагаю вам перейти к следующей рубрике. Именно это видео-вопрос, потому что очень много вопросов было прислано нам на почту. И самый популярный час «Задавай» мы хотели бы разобрать. Итак, первый видео-вопрос от Илины. Давайте скорее послушаем. Здравствуйте, меня зовут Элина, я выпускница 11 класса. И мне хотелось бы узнать, какие предметы у вас изучаются на вашей специальности и есть ли у вас подготовка к ЕГЭ. Спасибо. Ну что ж, такой замечательный вопрос. И все-таки, Светлана Сергеевна, этот вопрос все-таки адресован вам. Какие дисциплины изучаются на ваших специальностях, ну, в смысле, специальностях энергетического факультета, и есть ли у вас подготовка к ЕГЭ, как бы двусторонняя? Андрей Владимирович, вам и Светлана Сергеевна.
Ну, начнем тогда, ладно, по порядку. Но сначала надо поступить ЕГЭ, конечно. Но... Да. Тем не менее, мы сегодня У говорим нас, про значит, 3 энергетический. направления подготовки, как я уже говорил, в зависимости, на всех них это есть стандартные дисциплины гуманитарной направленности, это психология, педагогика, философия, история и так далее. Есть, естественно, научные дисциплины, математика, физика, химия. А вот уже профильные дисциплины зависят от, конечно же, направления подготовки. Если вы судьбу решили связать с теплоэнергетикой направлением, профиль энергообеспечения предприятия, то там основные дисциплины будут базироваться на изучении теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и все, что вокруг этого крутится и вертится. Ну, очень все сложно. Вот девочка спрашивала, да, мне интересно, а девочек много у вас учится? Вообще, насколько сложно им учиться? Это вопрос и меня на самом деле волнует тоже. Опять Да, про щас девочек я- интересуешься? Всегда, На да, всех я не могу. факультетах. Ну, Ну, должен это же я знать, на хорошо. каком факультете учатся Хорошо, больше всего девчонок. это нормально. Но я не могу, как декан, претендовать на то, что у нас на факультете больше всего девушек учатся. Мгм. Есть у нас другие Но больше, чем на факультеты. механическом факультете. Я считаю, что я видеть механический факультет, Ага. я не считал, сколько у них девушек, но у нас 10%. 10% поступают девушек. Большой пласт работы в энергетике, где могут работать Ну, за девушки, компьютерами, наверное, за выпускники. другим каким-то Конечно, да, оборудованием. обработка информации, цифровизация, вы понимаете, передача всех данных, это как раз работа для девушек. Они очень ответственно относятся Мгм. как раз к То выполнению. есть учиться этой несложно, смогут. И про подготовку к ЕГЭ отвечу, вопрос был с этого. Учиться, Светлана Сергеевна, я не говорю, что у нас просто. Да. Нет, ну девочка сможет. Это же всё-таки инженерная специальность. Светлана Сергеевна, к сожалению или к счастью, у нас висит доска почета, стипендиат правительства, президента Российской Федерации, республики, все Мгм. девушки. Вот так вот. А их всего Лучшие 10%. кадры. Про ЕГЭ можно я все-таки Да, скажу? Светлана Да, Сергеевна, всё-таки как я ведь могу вам отказать? спрашивали, да. Пожалуйста. Центр подготовки к ЕГЭ у нас существует, поэтому если целенаправленно поступать Центр подготовки ЕГЭ. к ЕГЭ, да, у нас существует такой центр подготовки. Сейчас мы даже, у нас есть возможность реализовать подготовку в онлайн-формате, но остались это супер краткосрочные только курсы, если будут заявки. А так этот центр начинает функционировать с сентября, мы принимаем заявки и занимаемся с абитуриентами с 10 класса, с 9 класса подготовка к ОГЭ. То есть ждем, если есть желание, мы ждем. Да, все, отлично. Давайте следующий вопрос такой. От Ильгиза Хузина. Если не отменит карантин, учеба будет проходить в дистанционном формате? Так, кто готов ответить на этот вопрос? Ну, давайте я попробую Давайте, ответить Владимир на этот вопрос. Будем надеяться, во-первых, что пандемия закончится, Мгм. все ограничения снимут, и мы придем к нормальной традиционной работе. Но, наверное, какие-то лучшие моменты, которые мы для себя приобрели при переходе на дистанционный формат образования, мы, наверное, что-то попытаемся применить при будущем нашем обучении студентов, что, на мой взгляд, только поможет в усвоении материалов и подготовке высококвалифицированных специалистов. Мгм. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Вот такой еще вопрос нам только что пришел от Ярослава Осипова. Вопрос Александру Николаевичу. Вам вопрос. По окончании факультета может ли выпускник на производстве претендовать сразу на белую каску или сперва только на оранжевую? Не знаю, что он То имел в есть виду. я даже не знала. Можно поподробнее про цвет? Да. У нас вот Это оранжевый. зависит от этого или Эрнест, нет? ты ее примерял. Вот ты что Ну, значит? На самом деле государственные нормативные правовые акты описывают требования к цвету каски, которые, соответственно, Я не знал, надо же. Что различает померил? персонал. Да, то есть простые рабочие это оранжевая, желтая, синяя. Вот, красная каска это мастера, а белая каска это уже руководители. На самом деле, сам начинал с оранжевой каски, грубо говоря. И дело, наверное, в том, что не цвет каски красит человека, а человек. Это первый момент. Второй момент, как говорили сегодня уже наши гости, энергетика – это довольно-таки ответственная и специфичная область, вот, где одно неверное движение, один неверный поворот ключа может привести к блэкауту. Вот, К чему? блэкауту, ну то есть прекращению подачи электроснабжения, вот, способствовать обесточению потребителей. Вот, поэтому здесь надо 1000 раз подумать,
прежде чем что-то сделать. Очень ответственно. Да, в связи с чем я все-таки сторонник того, чтобы студенты набирали свой опыт снизу, вот, с оранжевой каски. Но бывают такие случаи, вот как мы говорили ранее уже, что в связи с нехваткой кадров людей сразу берут на инженерные специальности, вот, вернее, на инженерные должности, где человек может Сразу носить с белую белой каску. начать. Да. Вот так. Но я не советую. Александр Николаевич, вот раз уж мы говорим о касках, хотелось бы еще затронуть вопрос про вас тоже. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно энергетический факультет, раз вот вы являетесь выпускником? Почему именно этот факультет? Ну, наверное, начнем с того, что я определялся долго со специальностью, вот, и мне папа сказал в 7 классе, ну, значит, будешь электриком, энергетиком. Я сказал, ладно, хорошо. И папа Вот. решил. Папа Мы решил, подумали, и да, папа решил. Папа решил, Да. да, именно так. Далее уже, когда предстоял выбор, стоит отметить, что у меня отец является тоже выпускником аграрного университета, Ух ты. но не это сыграло основную роль, наверное. Я приехал на день открытых дверей также в университет, пообщался с преподавателями, посмотрел материально-техническую базу. Уже на тот момент также была налажена нить прохождения практики с производственниками, вот, что меня особенно привлекало. Вот, ну и то, что университет следовал определенным тенденциям современным. И для себя, несмотря на то, что у меня в смежные вузы, не буду говорить, проходной балл ЕГЭ тоже был достаточно неплохим, и я мог пойти учиться туда, я выбрал аграрный университет, вот, и о чем нисколько не жалею. Слава богу, что вы не жалеете. Это самое главное, не жалеть о своих решениях. Ладно, давайте также. Следующий вопрос. Андрей Владимирович, вот я почему-то вспомнил, вот когда мы смотрели ролик про ваш факультет, про факультет энергетический, там был какой-то такой интересный аппарат без взаимодействия с человеком. Вот он когда-то ехал, хотел тоже прослушать про этот аппарат на 3 колесах, по-моему, был. Да, был там такой, это разработка наших магистров, аспирантов, которая также была удостоена золотой медали на выставке «Золотая осень» в 2019 году. Это беспилотный электроагрегат, позволяющий выполнять различного рода технологические операции. В частности, он там представлен обработка посевов холодным туманом. То есть посредством холодного тумана ультразвукового генератора имеется возможность вносить туда различного рода ядохимикаты для обработки растений. Он, значит, у нас движется, естественно, без оператора. В отличие, если там для Он своей управления жизнью, в машиной, смысле, живет прямо? там отсутствует оператор, там отсутствует машино-тракторный агрегат, то есть экологически чистый, то есть там стоят аккумуляторные батареи, и также сверху мы еще поставили, чтобы он подпитывался, солнечные панели. То есть в летний период обрабатывает солнце, то есть очень хорошее решение. Поэтому здесь исходили из того, что вроде бы мы все слышим аппараты Тесла, так далее, разработки Тесла, да? Так, а вы сотрудничаете с Илоном Маском? Ну, просто так, ну, вдруг, как бы. Мы может идем быть. с ним параллельно. Параллельно, да? То есть есть какие-то у вас там связи, Параллельно. созваниваетесь иногда, если что, он как бы спрашивает, что делать. Да, мы работаем в сельском хозяйстве, он в космической отрасли, поэтому. А вот интересно, просто мне вопрос такой пришел в голову. А котируется, интересно, вот наше образование, конкретно энергетического факультета, где-то вот за рубежом? Может быть, есть студенты, которые сейчас ведут деятельность после окончания энергетического факультета за границей? Ну, если честно сказать, я не могу сказать, котируется оно за рубежом или нет. Ну да, Да, понятно. это для меня трудно. Но, допустим, могу привести один пример, что когда я стал только преподавателем, Исламов Ринат, он закончил наш факультет. Я тогда был аспирантом уже, а он только закончил. И он вместе со мной помогал мне, мы занимались также вот научными разработками, я делал свою диссертацию. Он потом уехал жить в США, потом он преподавал в одном из университетов в Америке, и сейчас он работает в одном из банков, правда, не по специальности уже, в Америке, и моделирует глобальные процессы, которые будут происходить в мире. Вот То есть люди, которые заканчивают энергетический факультет, они могут работать хоть где, получается. Если что, могут и в банке, если что, могут ехать в США, преподавать в университете. Ну, это здорово. Я думаю, правильно сказали, Эрнест. Почему? Потому что у нас на энергетическом факультете мы учим наших студентов абстрактному мышлению.
Ага. абстрактном. То есть, понимаете, вот электричество, его нельзя потрогать, его нельзя пощупать, да? Это надо представить, что такое ток, куда он, в каком направлении течет, под напряжением это, не под напряжением. Поэтому, возможно, это и сыграло какую-то роль. Ну ладно. Александр Николаевич, вот вопрос вам. Раз уж вы сегодня выступаете как в качестве работодателя, хотелось бы узнать, может быть, вы можете что-то сказать про работу за рубежом студентов, тоже хотелось бы от вас что-то Ну, услышать. касаемо работы именно за рубежом, мне кажется, на самом деле это зависит не от специальности, а от самих людей. И я точно могу сказать, что ребята, которые учатся на энергетическом факультете, они здесь развиваются полноценно во всех направлениях. И вот как Андрей Владимирович приводил пример, почему люди едут, потому что стены аграрного университета их научили, у них кругозор довольно-таки широкий. А потом они свои знания и самое используют. главное, они не боятся. Вот, то есть самореализация, я считаю, это одно из немаловажных. Почему? Потому что, опять же, говоря на личном примере, я много с кем учился там в школе, учился в университете, и самые одаренные дети, я бы не сказал, что они добиваются таких прям успехов. А вот именно люди, которые работали над собой, когда их кто-то смог открыть, ставить на какой-то путь, вот это уже играет свою роль, я думаю. Хорошо. Вот знаете, многие факультеты, они приносят нам вот сегодня в студию различные не только вот какие-то небольшие проекты, да, то есть некие макеты, может, какие-то приборы, а также они еще показывают какую-то практическую часть, которая производится на факультете. Вот сегодня, Андрей Владимирович, что вы нам принесли, о чем вы нам сегодня расскажете в качестве именно небольшой практической части? Ну вот я попрошу показать, вот здесь у нас есть созданная руками студентов, магистров, это умная теплица. Умная теплица, которая позволяет осуществлять поддержание постоянной температуры в теплице, освещенность регулировать, подачу воды, воздухообмен. Причем эта вся теплица, она автоматизирована, и ей можно управлять, в принципе, из любого уголка мира с помощью любого смартфона. Там применяется полностью наше программное обеспечение, наша аппаратная часть. И все это студенты делают в разрезе созданных у нас на факультете, вот я уже говорил, инжинирингового центра. Вот. Поэтому, я думаю, это будет очень интересно. А вот, например, у меня вот дедушка, он любит, ну, как, наверное, многие, да, по весне какие-то дома ставить заготовки рассады, да, например. Можно сказать, что вот этот аппарат, он гораздо лучше вот этих простых, как скажем, советской закалки, наверное, можно сказать, что вот эти вот рассада дома, она гораздо хуже в эксплуатации, нежели вот этот аппарат. Ну, я не знаю, какой у дедушки у вас там аппарат Нет, стоит, но я имеется в могу виду, сказать... просто же ставят там в обычных емкости, как бы на подоконник, Не, ну конечно, на там солнышко. же у вас дома стоит на окне, в лучшем случае вы там ультрафиолетовую лампу повесите, и все, не знаючи, для чего она и как должна, с каким спектром она должна светить. Здесь регулируемый спектр, освещенность регулируется, как я вам говорил, но это аппарат в данном случае, он же промышленный, вот это вот, которая, его часть, где находится растение, она может быть не только вот здесь как 1 квадратный метр или даже меньше, она может быть, вот эта вот коробочка, которая управляет, она может быть трансформировать эту всю свою информацию и на 5-10 гектар для теплиц, для Вот, управления. кстати говоря, да. тоже очень интересно. То есть получается, что для всех растений, которые находятся внутри этой замечательной теплицы, созданы максимально комфортные условия, плюс еще это все автоматизировано, то есть когда нужно там поливать элементарно. Совершенно правильно сказали, да. А вот вы говорите о масштабах. Сколько, говорите, гектар может Ну, достигать? тепличные хозяйства, они разные, вот, может, я чуть утрировал, но, допустим, на 1 гектар, 2 гектара, это достаточно большие площади для теплицы, вот этой системой управления можно обойтись. Так, ладно, да? И мы вот, допустим, Так. если вы знаете, полностью на таком же программном обеспечении мы реализовали на факультете агротехнологии лесного хозяйства лабораторию фитотроники, где теперь с помощью нее можно круглогодично проводить
испытания различных сортов, чтобы не ждать, когда там зима, осень, а Мгм. поддерживать все время постоянные условия и получать, я уж не Но, агроном, не- но сокращать в разы Мгм. время на какого-то производство какого-то растения. я не Да. знаю. Ну, я бы А, тоже, на самом деле, так. хотел акцентировать внимание на том, что очень отрадно, что в университете есть возможность у студентов поработать с определенными видами микроконтроллеров, вот, написать какое-то свое программное обеспечение именно для определенных каких-то культур. Почему? Потому что на самом деле неважно, это теплица или какое-то устройство защиты, устройство контроля и управления, алгоритмы в основном одни и те же. Понятно, что будут какие-то нюансы. И очень хорошо, что, выходя из стен аграрного университета, у студентов уже есть определенная практика в моделировании каких-либо специальных систем, подсистем, вот, систем управления, защиты, там, противоаварийной Мгм. автоматики и так далее, так далее. И им гораздо легче будет уже адаптироваться и выполнять свои функциональные обязанности на производстве. Хорошо, а то есть получается, если опять-таки окунемся в эту атмосферу, допустим, я студент энергетического факультета, я же могу использовать в качестве дипломного проекта что-то типа такого, то есть создать какой-то, возможно, прибор, оборудование. Вот, и вопрос в чем? Как-то, не знаю, спонсируются, что ли, вот эти все материалы, то есть проводку, кнопки и так далее. То есть это как-то помогает факультет? Да, но тут надо отметить тот факт, то, что предприятия-производители вот этого оборудования, они идут навстречу университетам, и университет приобретает данное оборудование с 50% скидкой. Мгм. Поэтому это хорошее подспорье, не платить там 10 тысяч, а за 5 тысяч купить контроллер, допустим. Поэтому вот в таком направлении мы идем. Также в таком же направлении мы и стенды создаем современные в университете. Ну ладно, давайте с вами вернемся к рубрике видео вопросов, потому что есть еще вопросы, которые мы с вами не обсудили. Итак, следующий видео вопрос от Арсена. Давайте скорее послушаем. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в какой должности и на какое предприятие можно устроиться после окончания энергетического факультета? Ну что ж, достаточно интересный вопрос, тоже немаловажный на сегодняшний день. Тем не менее, на какие предприятия и на какие должности можно устроиться после окончания энергетического факультета? Александр Николаевич, ну давайте все-таки уже развеем, так скажем, облака над этим вопросом. Все-таки хотелось бы точно узнать. На самом деле очень много предприятий, куда мы можем сегодня устроиться. Это как начиная от предприятий там, сельского хозяйства, заканчивая электроэнергетическими предприятиями, сетевыми компаниями, предприятием нефтяного профиля. Вот, трудоустройство, оно всегда воспринимается почему-то вот выпускниками довольно-таки тяжело, с определенной долей какого-то стресса и так далее, так далее. Но стоит отметить то, что львиная доля, еще раз повторюсь, штатного расписания именно вот электроэнергетиков, теплоэнергетиков на большинстве предприятий, оно не заполнено. Мгм. Сразу хочу оговориться, ну, никто вас не возьмет там на руководящую Ну, должность, понятно. несмотря на то, что сейчас амбиции у нашего поколения довольно-таки не слабые, и это тоже неплохо. Мгм. Вот, потому что будет к чему двигаться, будут пути к росту, да. Но при этом трудоустройство, оно имеет место быть, и я бы не сказал, что это очень сложно. Вот. Имеется в виду, что места для работы, они как бы есть, ну, хотя мы уже об этом говорили, и проблем с этим тоже у Места студентов для после работы окончания не есть. будет. Я даже приведу пример из своего опыта, когда была какая-то определенная нехватка кадров, и мы хотели набрать ребят, и когда человек услышал, что его должность будет называться электромонтером, Мгм. он не стал заключать с нами трудовой договор, устроился в смежную организацию, которая, ну, для меня была очень сомнительной, которая предложила ему заработную плату даже гораздо меньше, но там он назывался инженером. Ох ты. Вот, поэтому сколько людей, столько и Ну мнений, да, столько и да. потребностей. Работа есть. Мне кажется, самое главное, нужно не бояться идти
Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, какие основные требования вот сейчас наш выпускник заканчивает, чтобы к вам попасть на работу? Он что должен там? Красный диплом у него быть или знание языка? Или может любой попробовать написать резюме? Как это происходит? Касаемо красного диплома, я сразу могу сказать, что красный диплом – это не гарант успеха. Вот. Основные требования какие работника? Это прежде всего знание определенной теоретической части. Проводя, например, собеседование, любой работодатель, понимая, что если это специалист со студенческой скамьи, он начинает спрашивать самые банальные какие-то требования, там, законы, я не знаю, там, Киргофа и так далее. Например, там, знание устройства электрооборудования и так далее, и так далее. Далее, немалое внимание мы уделяем его личностным качествам. Вот. Буквально в свое время у меня было очень много, я провел очень много собеседований. Буквально через 5-7 минут можно было сделать какой-то вывод о человеке. Вот. Самое банальное, например, когда ему назначают время собеседования, а он опаздывает на час. Такое бывает. Бывает, к сожалению. Вот. То есть это уже о чем-то говорит. То есть сейчас Это мы не можем ваш работник. картину представить выпускника, то, что во время учебы он уж должен разносторонне развиваться и не опаздывать на занятия, учиться не опаздывать. Андрей Владимирович, а можно я задам вам вопрос? Для разностороннего развития, например, в творчестве, спорте, какие возможности у факультета есть? Светлана Сергеевна, вы прям как знаете, чувствуете, что тут вопрос в чате именно про творческую Да, я уже деятельность. хочу про Да. это послушать, это всегда Андрей Владимирович, интересует. пожалуйста. Так, может, совместим сразу с вопросом из Давайте, чата? давайте. Все-таки вопрос от Светланы Сергеевны вместе с вопросом от Марата Хатмулина. Здравствуйте, я закончил художественную школу. Возможно ли у вас на факультете продолжить развитие моих творческих способностей? Вот такой вопрос. Мой был проще вопрос. Да, Да, согласен. вопрос Тут художественная на самом школа. деле очень хороший и правильный вопрос, потому что чтобы студенческая жизнь заполнилась, и все как говорят, что студенческая жизнь – это самые лучшие годы жизни, это не означает, что просидеть там все время за книгой, за партой, за учебой. Должно быть всестороннее развитие, и в нашем университете, не только на нашем факультете, я думаю, предоставлены, наверное, одни из лучших в России условия для занятия всеми видами спорта. Я вот интересовался, культивируется более 20 видов спорта у нас. Причем разного уровня, не обязательно профессиональный, вторая, третья команда есть. А также у нас есть центр эстетического воспитания, где порядка действует 15 отделений. И вы можете себе подобрать удобное, я не знаю, и предоставлен шикарный дворец молодежи, по-моему, в республике, да и в Российской Федерации. И вот, мало кстати у кого говоря, такие вот есть. о центре эстетического воспитания, вот как вы уже говорили, что у нас в университете проходит ежегодно фестиваль художественной самодеятельности. И я вот знаю, что визитной карточкой вашего факультета является супер крутое, яркое световое шоу, правильно, да? Которое возглавляет Влад Пятибратов, студент вашего факультета. Хотелось бы тоже вот про именно это световое шоу послушать, может быть, даже и посмотрим. Ну, я не знаю, там подготовили световое шоу или нет? Есть Да, видео? да, есть. Давайте так. Пятибратов его подготовил, мы сейчас посмотрим. Так, друзья, у вас прямо сейчас на экранах то самое световое Да, шоу. вот это вот световое шоу, которое реализуют студенты нашего факультета, они полностью сами пишут программы, собирают, шьют костюмы, и все это делают опять в разрезе своей научно-исследовательской работы. И вот эти вот представления, они действительно шокируют, они зал, это полностью выключается, это все в движении, а вот это вот световое шоу, также у нас до этого были и другие изюминки нашего факультета, они удостаивались все время и удостаиваются до сих пор самых первых мест, первых дипломов различного рода конкурсов, как у нас в Башкирии, так и Российской Федерации. Но действительно Поэтому завораживает эта картина, когда смотришь это наяву, потому что я уже вижу это выступление. То есть они каждый год, знаю, что они подготавливают разные выступления, а насколько мне известно, это не то чтобы сложно, это очень сложно. Это, наверное, мега сложно. Это Да. надо и уметь программировать Да. контроллеры, это надо все совмещать. А Уметь помимо шить. этого, И танцевать. шить, а еще самое главное, не просто танцевать, а танцевать, как там брейк, То есть они танцуют. Насколько творческие студенты обучаются на вашем факультете? Супер талантливые. Да, они как бы могут Разносторонние, развиваться да. в
планах технологий, которые будут использоваться непосредственно в предприятии после окончания, так они же еще умудряются использовать технологии в творчестве. Ну, это здорово. В Это творчестве, и здорово. потом они уже это транслируют, и у себя, когда заканчивают университет, они продолжают это делать на своих предприятиях. Я думаю, Александр, если к вам придут такие ребята с такими знаниями и будут не только хорошо и качественно Ты, мой выполнять свою дорогой, работу, сразу идем к нам работать. Ну, на самом деле, да, хочется отметить то, что, как я говорил ранее, мы ведем работу там не только по направлению там, инновационных технологий, там, социальные акции, наука, спорт и так далее, и так далее. Да, очень мы рады, когда к нам приходят талантливые люди, ведь не зря, наверное, в стенах аграрного университета обитает такая фраза: талантливый человек, он талантлив Во всем, да. Вот, поэтому нам с такими людьми работать гораздо легче. Но еще не нужно забывать тот факт, то, что как любой студент, придя, например, 1 сентября там, на учебу, он будет незнакомым со всеми, да? Мгм. Так и человек, когда приходит на работу, вне зависимости от того предприятия, которое состоит там из 50 человек или из 3000, он никому не знаком, и его никто не знает. Нужно И проявить при- себя. Да, и при проведении либо организации каких-либо мероприятий, конкурсов, проектов и так далее, человек, он не просто себя реализует, он знакомится с людьми, вот, повышает вот этот уровень компетенции, и потом ему в работе гораздо проще. То бишь, если я пришел на работу, мне надо выполнить какую-то задачу, поставленную моим руководителем, а я не знаю инженера там со смежного отдела и сижу, стесняюсь ему позвонить. А если уже мы с ним выполнили какой-нибудь проект, то мы, наверное, уже больше друзья, чем Ну да, коллеги. да. Вот, что гораздо сильнее помогает в работе и опять делает результат как лучше в плане деятельности общественной, так и в профессиональной. Это как у нас смотр первокурсников, чтобы сразу всем подружиться, познакомиться, и дальше было проще учиться. Вот Ой, сейчас так же я оказывается. мужскую скупую слезу пролью по ностальгии. Просто завтра, буквально через несколько дней я буду защищать диплом. Ну ладно, об этом потом. Друзья, вот есть еще вопросы, и перед тем, как мы приступим к вопросу из чата, тут у нас прямо отзыв про факультет от Артема Бобровского. Пишет он: отличный факультет, отличный преподаватель, закончил более 10 лет назад, работаю в энергетике и нефтегазовой отрасли, практически сразу после окончания, и ни разу не пожалел, что закончил. Спасибо вам. Вот так вот. Артем Бобровский передает вам очень привет. приятно. Привет, Аплодисменты. Артем. Да, аплодисменты Неожиданно. звучат. Ну и сразу вопрос от Фидана Хабирова. Вопрос Александру Николаевичу. Какое время необходимо, чтобы пойти по карьерной должности в вашей компании? Сколько времени необходимо? На самом деле, опять же, это все зависит от нескольких факторов. Наверное, самый первый, главный фактор и критерий, который я всегда привожу в пример, должен быть человек, возможно, не столько грамотный, сколько желающий изучать. Мгм. То есть мы приходим, мы чего-то не знаем. Кто-то это откладывает на дальнюю полку, а кто-то сиюминутно же там либо по сей день разбирается и идет дальше. Кроме профессиональных качеств, если мы идем вверх по карьерной лестнице, это, безусловно, наверное, умение управлять коллективом, да, что тоже будет определенным образом сказываться. Вот. Но лично на своем опыте я могу сказать то, что начинал я с электромонтера по ремонту аппаратуры линзащиты и автоматики. Ой, как сложно. Можно как-то попроще? Попроще, грубо говоря, просто с электромонтера по обслуживанию оборудования. Ага. Вот. Далее, по истечении где-то 8 месяцев после появления вакансии инженера, я был переведен на инженера электротехнической лаборатории. Это уже выше, как я понимаю, это да. уже выше. Это выше не только по карьерной лестнице. Прошу еще не забывать про ответственность. Ну да, да, Вот. согласен. И по истечению я проработал на должности инженера около 3,5 лет. И на тот момент я уже понимал, что вот все, что можно, я взял вот с этого рабочего места, и надо куда-то двигаться дальше. И очень хорошо, что именно наша компания, она занималась строительством вводом в эксплуатацию Затонской ТЭЦ, где уже я был приглашен на должность начальника электротехнической лаборатории. То есть, грубо говоря, рост до руководителя среднего звена в моей карьерной лестнице, он составил около 4 лет. Вот. Ну, и это- уже мой общий стаж на данный момент сейчас 8 лет, 4 года из которых я являюсь уже руководителем среднего. Мгм.
Спасибо большое, Алексей Николаевич. Александр Николаевич, прошу прощения. Андрей Владимирович, вот такой вопрос, очень важный вопрос, нам всегда задают абитуриенты по поводу практики. По поводу практики на факультете. Все-таки тоже хотелось бы послушать, куда студенты отправляются, что они делают на практиках, про сроки. Обеспечиваются ли практикой, или обеспечиваются. самим можно найти? Ну да, это очень актуальный вопрос для инженерных специальностей. Да, после второго курса мы студентов направляем на производственные технологические практики. Мгм. Предприятия, в принципе, это различного рода могут быть. Мы заключаем с ними договора. Это и агропромышленный комплекс, это и электроснабжающие организации, и нефтегазовые организации и так далее. Перед тем, как отправлять студентов на практику, мы всем студентам присваиваем группу допуска. То есть без этого у нас нельзя. Так, а что это за То есть группа допуска обязательно такая? группа допуска по электробезопасности. После первого курса мы им присваиваем вторую группу по электробезопасности. После второго курса уже присваивается третья группа, и они уже могут обслуживать и работать с оборудованием до 1000 вольт. До 1000 вольт. Также хотелось бы отметить, что хороший факт состоялся. В 2019 году мы заключили крупное соглашение с башкирской электросетевой компанией, куда входит и Башкирэнерго, и башкирская сетевая компания, Бэск Инжиниринг. Это крупное соглашение, и один из пунктов – это прохождение студентов нашими в этой организации уже не по индивидуальным, как договорам было, а мы отправляем туда прямо строительные отряды. По 30-40 человек, они у нас разъезжаются по всей республике, а также студенты наши проходят и практики в составе линейных отрядов в таких организациях, как Снема Сервис, это наш партнер, они выполняют различного рода электромонтажные работы на севере, причем после этого они приезжают очень одушевленные, когда получают за практику за 1,5 месяца 90 тысяч рублей. Ну, то есть можно сказать, что даже 90 тысяч рублей, да, поэтому... мешком в городе. Да, 90 тысяч. мы тоже иногда на это смотрим, что Неплохо. наши студенты получают 90 тысяч рублей, а мы здесь. Вот, кстати говоря, вот студенты и 90 тысяч рублей, вопрос такой. Может ли студент обучаться на факультете и помимо этого сразу же как-то где-то работать, возможно? То есть подкреплять знания, которые он получает на факультете, и использовать эти знания непосредственно в работе, будучи студентом? Конечно, конечно. Наоборот, я как декан, я приветствую это, потому что... А совмещать, да, но как-то тут совмещать же есть надо. надо оговорочку сделать, где работать. А. Где работать. То есть Если он будет то не работать, подходит. да, в Макдональдс, там пирожки продавать, чебуреки, Но шаурму это к и так другому далее. факультету, так? Мгм. Да, это их профиль, они Да. так нормально будет. А наши студенты, если они работают по специальности, занимаются электромонтажом, занимаются обслуживаем электрооборудования, вот То в это этом приветствуется. направлении. Конечно, это Андрей совсем Владимирович, другой человек уже. А про зарубежную практику мы еще сегодня не говорили. Практикуется такое на факультете? Выезжают студенты? И куда? Ну, зарубежная практика, это тоже такой традиционный вопрос, я видел, да, это по программам Apollo, там Лего, которые, Лого, вернее, которые у нас международный отдел сопровождает, да, у нас ежегодно студенты выезжают за границу, это как традиционно в Германию, в Данию, в Англию иногда выезжают, но они выезжают на общие сельскохозяйственные, наверное, скорее работы. Это стажировка, мне кажется, по Больше освоению языковая, языку, да. наверное, Да, да? языковая, да, подготовка. Это практическая. тоже очень хорошо, я считаю. Так, коллеги, я бы добавил еще по поводу совмещения. Хочется отметить, что сейчас работодатели очень часто берут студентов, которые закончили, например, бакалавриат. Мгм. При этом студенты продолжают работать на предприятиях. И Кстати говоря, вот вы как знали этот вопрос, для работодателя есть ли значение, что у выпускника есть степень бакалавра или степень магистра? Все, конечно, зависит от той должности, на которую претендует, но в целом, повторю, что в основном студентов мы не можем взять сразу на высокие должности, поэтому мы их берем на рядовые рабочие профессии, при которых у меня есть, например, 2 работника, которые закончили бакалавриат, они дипломированные специалисты, они у нас ходят на работу с понедельника по пятницу, выполняют свои трудовые обязанности, и в силу того, что, например, обучение в магистратуре, оно в основном подразумевает вечернюю форму, Мгм. они после работы едут Ну, то есть в университет могут, и да? обучаются. Почему нет? Мгм.
Как говорится, было бы желание. Было бы желание, лично мое мнение, мы всегда рады таким студентам, если есть возможность. Почему? Потому что наряду с этим у студентов тоже появляется возможность написать, например, свою выпускную квалификационную работу, например, да, в магистратуре. Диплом, проще говоря. Да, с привязкой на производство. То есть, где будет не пустой расчет, а уже реально какой-то, например, процесс налаженный, да, какая-то внесена доработка, вот, какой-то проект и так далее, Который так можно далее. внедрять в дальнейшем. Но это, наверное, еще- Возможно, они даже уже внедрили. То есть вот он пока работает, у него 2 года есть, он уже задумался, не обязательно создавать что-то грандиозное. Начинается все с маленького и дорабатывается потом. Самое главное, наверное, это выявить узкие места и понять актуальность темы. Что не просто тема для того, чтобы написать, а для того, чтобы я ее решил, тем самым я и для производства что-то сделал, и решил проблему. Одним выстрелом уже. двух зайцев сразу, да? Конечно. Эрнест, я тоже, Да. позвольте, Андрей дополню. Владимирович, конечно. Мы ежегодно проводим встречи наших выпускников с нашими потенциальными работодателями. Приглашаем всех. И вот одна из встреч последних была, это приходило руководство к нам на встречу Башкирской электросетевой компании, опять повторюсь, да? Вот. И там прозвучал точно такой же вопрос. У вас есть вот разница, кого вы будете принимать на работу, бакалавров или магистров? Вот там был четкий ответ, что действительно то, что Александр, это все правильно, можно сказать, да? Но, отлично, если вы хотите занимать руководящую должность в нашей компании, у вас должна быть степень магистра. Поэтому я призываю всех, кто оканчивает в этом году бакалавриат, не останавливаться на достигнутом, а идти дальше поступать по направлению магистратуры. Причем законодательство нам позволяет не обязательно по профилю своей дисциплины продолжить обучение, а можно поменять профиль своей подготовки. Поэтому наши стены, так сказать, двери энергетического факультета открыты. У нас, повторюсь, имеется 2 направления магистратуры. Здорово. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Так, давайте мы с вами разберем еще один вопрос, видео-вопрос, который прислала нам Анастасия. Давайте скорее послушаем. Литинская Анастасия Сергеевна, 11 класс, Малусош, села Бедеева Поляна. Скажите, пожалуйста, какие есть лаборатории, современное оборудование и оснащение в целом, необходимое для получения нужной профессии? Ну что ж, вот такой тоже немаловажный вопрос. Тем не менее, какие все-таки есть лаборатории, современное оборудование и оснащение лабораторий в целом, необходимое для получения профессии на вашем факультете? Ну, наверное, я отвечу на этот вопрос. Мы уже периодически вокруг этого вращались. Да, тем не менее. Сегодня. Но здесь можно сказать, что действительно руководство университета и наши работодатели, они ответственно подходят к оснащению наших лабораторий. У нас на факультете на сегодняшний день действует 27 лабораторий, которые, можно сказать, практически оснащены по последнему слову техники. Потому что мы должны учить студентов не на старом оборудовании, а на новом. Поэтому мы призываем, кто есть возможность, можем все это продемонстрировать. У нас заключены договора, опять-таки, и с производителями российского оборудования, которые создают нам специализированные лаборатории. И также вот в разрезе, опять, я сегодня часто обращаюсь к Башкирской электросетевой компании. Также в договоре мы с ними прописали этот пункт. И, надеюсь, в ближайшее время на территории нашего университета появится современный полигон по электроснабжению, который будет достойного уровня и где мы сможем реализовать все тонкости подготовки направления электроснабжения, то, что я говорил. Да? А так ежегодно мы вводим порядка 2-3 новых современных лабораторий. За последний год это был полигон по возобновляемой энергетике. Мы создали, вы, наверное, видели, на территории университета. Солнечные электростанции есть, ветрогенераторы стоят. То есть этим тоже там студенты проходят обучение? Да. То есть с этим все нормально. Александр Николаевич, хотел что-то добавить? Я хотел сказать, хоть снова поступай на обучение. Ну да, хоть еще раз. Конечно. Еще раз закончил и еще раз поступай. Так, ладно, вопрос такой. Светлана Сергеевна, вопрос специально для вас. Так, какие проходные баллы будут в этом году на энергетический факультет?
традиционный вопрос для каждого факультета, тем не менее. Традиционный, но он преждевременный несколько этот вопрос, потому Ну что да. проходные баллы мы узнаем тогда, когда организовывается конкурс. А конкурс будет, когда подадут все абитуриенты документы, закончится подача документов, и у нас выстроятся рейтинги. Вот тогда мы узнаем проходной балл на количество выделенных бюджетных мест. Это и будет проходной балл этого года. Но для того, чтобы сориентироваться, это же вопрос прежде всего нам задан, чтобы понять свои шансы, Мгм. можно посмотреть проходные баллы прошлых лет. Начиная с 2015 года мы А где это можно сделать? разместили на сайте в разделе «Абитуриенту». С 2015 года, повторюсь, и по каждой специальности, по каждой конкурсной группе. А зачисление проходит в разные волны. Это есть и нулевая волна, где мы зачисляем целевиков и льготников, есть первая волна зачисления на общий конкурс, вторая волна. Баллы, они разнятся, поэтому лучше проанализировать это все в статистических данных сайта. Мгм. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. А вот все-таки я смотрю на этот замечательный столик, и вот квадрокоптер понял хорошо, пульт понял, с тепловизором разобрались. Даже Что- каску понял. Да, каску, кстати говоря, я даже ее примерил. Она мне понравилась. Кстати говоря, вот эта тема, то, что белые, красные, Я не знала. Я вообще в шоке. Ну, я не знал, к сожалению. Тем не менее, вот что вот это такое здесь находится с края стола, вот похоже на, извините, меч какой-то непонятный. Что это такое? Можно Меч даже, джедая. да, достать можно? Попробую. Да, ты, Эрнест, его возьми, только аккуратно. У тебя группа допуска есть? Так, нету, что делать? А что теперь? Что дальше? Помогайте, Андрей Владимирович, он уже То есть держит. в реальности Рассказывайте, что это такое? Ну, мне очень интересно. вот этим аппаратом можно пользоваться, когда у вас есть как минимум, наверное, 4-я группа допуска. 4-я группа что это допуска, вы четвёртая там группа допуска? видите, Мы пока только написано про каски до знаем, Андрей 10 Владимирович. киловольт. Это указатель напряжения, то есть есть Ага. напряжение там на линии, либо в кабеле. Есть напряжение или нет. С помощью его вы можете проверить. А. Но Ну, для сейчас этого это не опасно, а то у нас еще эфиры впереди. Да, без да, ведущего пожалуйста. никак. Но у нас здесь в ближайшем окружении такого напряжения нет. Ну а так, если еще было бы правильно, еще бы неплохо было бы одеть перчатки и диэлектрические боты. Так, я этого не сделал, поэтому, пожалуй, положу-ка я Да, это верни на место. обратно. Ладно. Все-таки вот вы сказали про категории, вот про вот это вот. Хотел бы тоже послушать, какие категории, какие группы должны получать специалисты после окончания, как все это происходит. Тоже интересно. Ну, всего 5 групп категорий. Самая крутая это 5-я. Александр, у тебя какая группа? У меня как раз 5-я группа. Вот 5-я, я думаю, что электробезопасности, уже... Да, я бы У меня тоже 5-я, но мы чуть-чуть разной работой занимаемся. А Поэтому... у нас, Светлана Сергеевна, какая может быть? У вас может быть первая. первая группа по Ну, ты электробезопасности. уже померил да. оранжевую каску. Светлана значит, Сергеевна, первая. поздравляю, у вас первая категория. На самом деле, Спасибо. да, я При бы поступлении тоже на хотел работу. внести небольшую ясность. Да, вот группы по электробезопасности, это определенная группа, она зависит от стажа работника, да, от его образования, зависит от определенных должностных обязанностей, да. И рассматривая вот 5-ю группу, хотелось бы отметить то, что это вот право выдачи там нарядов, распоряжений там, и так далее, наряды для электроустановок выше 1000 вольт. Вот. И как раз это, наверное, люди, на которых возложена определенная ответственность. Почему? Потому что именно на их плечах сидит безопасное производство работ персонала. Почему? Потому что персонал должен прийти на работу здоровым, счастливым и уйти с работы. Вот. Это касаемо группы электробезопасности. Так, ладно, отлично. Хотелось бы еще поговорить по поводу некоторых вещей. И такой вот очень немаловажный вопрос. Вот вы сказали, сколько, получается, факультет уже ведет свою деятельность? 22 года. 22 года. Вот есть ли у вас какая-то связь, может быть, с людьми, которые вот давно-давно закончили университет, точнее, факультет ваш, да, ну и университет в целом, и каких высот они, может быть, достигли? Ну, как бы мы на каждом прямом эфире с каждым факультетом разбираем такие Успешных моменты, выпускников. да. То есть выпускники, да, которые давно действительно. закончили. Ну, относительно наш факультет молодой, 22 года, да, но несмотря на это уже среди наших выпускников были и руководители федеральных служб, особенно вот Ростехнадзор по республике Башкортостан, Замятин Алексей Варфоломеевич, наш выпускник. А возглавляют наши и муниципальные предприятия известные, это
муниципальное электросетевое хозяйство Уфа-Горсвет, Чанышев Ильдар Хамидович возглавляет, тоже наш выпускник. Их можно перечислять, но подготовили одно из видеообращений нашего выпускника. Кто это будет? Это наш выпускник первого нашего приема и, соответственно, первый наш выпускник на факультете, который после этого остался в аспирантуре, получил ученую степень кандидата технических наук, потом преподавал несколько лет, но понял, что преподавание это не его, и ушел в производство, работал и в Башкирэнерго, и в правительстве, и на сегодняшний день он возглавляет самое крупное жилищное коммунальное хозяйство у нас в республике, это УЖХ Орджоникидзевского района, это Шагаргазин Артур Саримович. Я знаю, он прислал нам видеообращение. Ну, давайте скорее посмотрим. Давайте. Давайте, внимание на экран. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я директор управляющей компании Орджоникидзевского района Шагаргазин Артур. Сейчас у нас такая пора, что идет прием абитуриентов в высшие учебные заведения нашего города и нашей страны. Поэтому хотел бы пару слов сказать про наш Башкирский государственный аграрный университет, выпускником которого я тоже являюсь. Мы с нашим университетом тесно сотрудничаем. Они проходят практику у нас, проводим совместные конференции, даже научные исследования. И хотел бы сказать, что особенно в наше время, вот это вот переходное, я думаю, что аграрный университет вновь завоюет те позиции, которых он заслуживает. Все мы понимаем, что старый мир немножко он будет уходить, там, где у нас финансовые пузыри и все такое, и реальный сектор экономики вновь будет востребован. Поэтому призываю выпускников школ, абитуриентов выбирать аграрный университет, особенно факультет энергетический, который я сам закончил, он всегда будет востребован. Поэтому смело идите на энергетический факультет, в аграрный университет, на другие специальности. Вы от этого ничего не потеряете, а только приобретете. Ну что ж, вот таким замечательным видеообращением к нам обратились. Спасибо большое за напутственные слова. Ну и также вот здесь еще один вопрос, который мы с вами не разобрали, от Айбулата Кутушева. Вопрос Александр Николаевич, специально для вас. Расскажите про адаптацию молодых специалистов у вас на предприятии. Какие мероприятия для молодых специалистов проводятся? Ну, очень хороший вопрос, спасибо. Еще раз повторюсь, наверное, прежде всего молодежном активе нашей компании, да. Очень отрадно то, что руководители понимают вот эту ценность в молодых кадрах, и ежегодно в сентябре месяце мы чествуем молодых специалистов у себя в компании. То есть вот у нас, например, идет набор в течение года, да, и в сентябре мы набираем всех специалистов, которые пришли там за последний год, знакомимся с ними. Вот, руководители, скажем так, определяют основные ценности компании, задачи, которые мы перед собой ставим, обращают внимание прежде всего также на охрану труда при проведении работ на производстве и так далее, так далее. Вот. Далее молодежные ячейки на каждом филиале нашей компании, они также обрабатывают информацию о молодых специалистах, беседуют с ними и стараются заинтересовать, чтобы они также вступали в наши ряды. И уже на основании этого мы проводим определенную работу, как я говорил, уже по энергоэффективности, например, по инновационным технологиям, по вовлечению в технологический процесс, вот, и уже социальные, культурные мероприятия. Кроме того, ребят, которые отличились, мы ежегодно... Отличились в смысле в каком? Отличились в плане работы. Вот они, например, пришли, хорошо себя показали, где-то поучаствовали, принесли определенный результат. Мы замечаем их работу, они заметны. Мы также можем их направить на различные мероприятия, то бишь, например, «Форсаж». То есть ежегодно Это сейчас фильм, в смысле? Нет, «Форсаж» — это не фильм, это событие,
российского формата, которое ежегодно проходит... Ой, все, у меня каша в году. Форсаж в России снимали, думаю, что... Нет, Так, нет. еще раз, еще раз. И там собираются работники со всех предприятий ТЭК. Вот так. С ними проводят различные интеллектуальные тренинги. Вот они там в составе команды разрабатывают определенные проекты и защищают их перед жюри. Вот, например, в прошлом, позапрошлом году ездили наши работники, и там были такие спикеры, например, как Максим Поташов, это участник телеигры «Что, где, когда». Вот, то есть в очень интересном формате проходит. То есть вот у нас именно есть такие меры поощрения для отличившихся работников. Ну, вот это вкратце, на самом деле, работы очень много проводим. Здорово. И, очень интересно. Спасибо большое, Александр Николаевич. Ну что ж, хотелось бы, чтобы сейчас каждый из вас сказал какие-то напутственные слова для поступающих на энергетический факультет. Ну, начнем с вас, я думаю, самого главного, с декана. Андрей Владимирович. Ну тут что, спасибо, Эрнест. Я думаю, самое главное сейчас пожелать нашим выпускникам школ удачно пройти выпускные экзамены, сдать удачно, набрать хорошие баллы ЕГЭ. И если вы энергичны и хотите посвятить свою жизнь энергетике, то энергетический факультет для вас. Мы вас ждем. Я думаю, вы получите здесь хорошие знания, свяжете свою судьбу с энергетикой. Мы вас ждем. Спасибо большое. Так, кто дальше хочет сказать какие напутственные слова? Светлана Сергеевна. Дорогие друзья, сегодня, как Путин побывав на презентации факультета, я поняла, что эта профессия, она очень интересная, она очень востребованная, потому что много вакансий. Вместе с тем она крайне ответственная и даже опасная. Но открыт факультет, предоставляет все возможности, новые инновационные лаборатории, есть возможность изобретать, есть возможность творить, работодатели открыты и также широкие возможности для развития, для дальнейшего образования и обучения, поэтому я вас призываю, выбирайте профессию по призванию, ждем вас в числе наших абитуриентов. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Александр Николаевич. Уважаемые абитуриенты, я бы хотел еще раз акцентировать ваше внимание на то, что в основном все зависит только от вас. Наверное, не нужно ошибаться с выбором, не нужно бояться. В электроэнергетику нужно идти, нужно обучаться, повышать свои знания и быть профессионалом своего дела. В этом вам поможет Башкирский государственный аграрный университет и, на самом деле, очень замечательный, открытый, приветственный и продуктивный энергетический факультет. Спасибо большое, Александр Николаевич. Ну что ж, друзья, в завершение хотелось бы сказать, что я сегодня вместе с вами познакомился поближе с энергетическим факультетом. Могу сразу сказать, что учиться там нелегко, но очень интересно. Проблемы с трудоустройством абсолютно нет. Поэтому, дорогой друг, если тебе интересна теплоэнергетика, если тебе нравится изобретать, если ты хочешь обучаться новой профессии, которая будет тебе в будущем интересна, очень перспективна, то тебе нужно поступать в энергетический факультет. Я уверен, что там тебя ждут, и там ты получишь по-настоящему достойную профессию. Ну что ж, друзья, давайте потихонечку будем прощаться и завершать нашу трансляцию. Я хотел бы сказать вам огромное спасибо за внимание, за то, что вы пришли к нам на трансляцию. Также подписывайтесь на все наши соцсети, которые будут по ссылкам в описании к этой трансляции. Там вы можете найти все последние новости на факультетах, в жизни университета в целом. Ну и также будем рады вас видеть в рядах студентов Башкирского государственного аграрного университета. Желаем вам удачи в экзаменах и до новых встреч!